Угроза с юга Таджикистану. Это реальность или просто политические игры? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Власти Таджикистана и России говорят о вероятных угрозах безопасности, исходящих из Афганистана. В экспертных кругах степень угрозы не всегда воспринимают однозначно. О формировании пояса нестабильности на южных границах СНГ вследствие вербовки новых боевиков и переброски террористических групп с Ближнего Востока на север Афганистана заявил глава ФСБ Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности специальных служб государства-участников СНГ, которое прошло в Баку 11 октября. По словам главы российских спецслужб, приоритетной целью этих групп является захват власти в странах Центральной Азии. Прежде всего, такой опасности подвержены Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, которых международные террористические организации рассчитывают включить в так называемый всемирный халифат. Бортников отметил, что численность боевиков Аль-Каиды на территории Афганистана составляет 1500, а боевиков Вилаят Хорасана достигает 6500, и они не скрывают планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего Центральной Азии и России. Бортников обвинил спецслужбы США и Великобритании в причастности к подготовке боевиков. В этой связи считаем закономерным, что именно сейчас США и НАТО под предлогом сдерживания афганской террористической угрозы стали активно навязывать нашим партнерам из республик Центральной Азии свои услуги в военно-технической сфере и по линии пограничной безопасности, заявил он. Руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Сиренко отмечает, что информация, озвученная директором ФСБ, отражает реальную картину происходящего. Ситуация действительно сложная, если даже смотреть другие источники, например, на структуру бюджета Талибан, стремительный рост силовых структур и тому подобное. Сейчас 40% бюджета направляется на военные нужды. Открылись 19 тысяч медресе, где учатся молодые люди. Но в Афганистане нет столько мечетей и вакансий, где будут работать выпускники этих медресе. Понятно, что это резерв для войны, отмечает Сиренко. По его словам, если в настоящее время численность силовых структур Талибан насчитывает 400 тысяч человек, то с учетом выпускников медресе эти цифры могут достигнуть около 1 миллиона человек, без учета других джихадистских групп. Таджикский востоковед и журналист Касим Бекмухамад отметил, что угрозы безопасности для Центральной Азии из Афганистана имеются, но прорыв таких групп с целью захвата власти в странах региона является маловероятным сценарием. Безусловно, в случае нападения террористов из Афганистана на регион не только будут оперативно задействованы российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане, но в кратчайшие сроки придет на помощь ОДКБ, а также будет военно-техническая поддержка со стороны дружественных стран, уверен он. Но дело до этого не дойдет, поскольку ситуация в Афганистане не позволяет Талибану согласиться с таким сценарием, даже если он будет навязан ему. Это очень рискованно и может стать для самого Талибана началом конца. Об угрозах прорыва или инфильтрации боевиков с территории Афганистана говорят на протяжении всего постсоветского периода не только российские спецслужбы и эксперты. Активно продвигают эту риторику и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который систематически с международных площадок призывает к формированию пояса безопасности вокруг Афганистана. Пояс безопасности, который продвигается властями Таджикистана, подразумевает принятие единого перечня организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах ОДКБ и СНГ, привлечение помощи международного сообщества в укреплении таджикско-афганской границы, в первую очередь поставки современных видов вооружений и технических средств охраны. За годы независимости Таджикистан получал военно-техническую помощь для укрепления южных границ не только от России и Китая, но и от США и Европейского Союза. Директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Хайреддин Усманзада на пресс-конференции в Душанбе в августе текущего года отметил, что число застав на таджикско-афганской границе превысило 100 единиц, и большинство из них были сооружены с помощью западных стран. ГКНБ Таджикистана в апреле и августе 2023 года сообщил
сообщил об уничтожении нескольких членов группировки Ансаруллах на таджикско-афганской границе и изъятии крупной партии оружия и боеприпасов. Часто в обществе и социальных сетях такого рода спецоперации вызывают сомнения и скепсис. Политический обозреватель из Таджикистана отмечает, что сотрудники спецслужбы в зависимости от обстоятельств склонны преувеличивать угрозу. Сейчас тема угрозы с юга чрезмерно раздувается. За последние 2 года мы видим, что Талибан сумел взять под контроль Афганистан, и там не существует такой силы, которая могла бы представлять для Центральной Азии экстенциальные угрозы. Даже если на страны региона будут какие-то вооруженные вылазки, то это будут в рамках каких-то секретных планов самих талибов, которые тоже активно эксплуатируют эту тему угрозы с юга в своих целях. Тем не менее, странам региона не стоит расслабляться, им надо готовиться к худшему сценарию и укреплять собственную обороноспособность. Не уповать на Россию или другие крупные державы. Пора уже создавать какие-то региональные оборонительные структуры, отмечает эксперт. А как вы думаете, действительно ли есть угроза для нашей страны и как стоит ее предотвращать? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.